Кристина Татаринова родом из села Аргахтах. Сейчас ее дом подтоплен паводковыми водами, из-за чего она временно проживает в детском лагере. Но даже в этой ситуации девочка находит плюсы. Здесь у нее появились новые друзья. Здесь очень хорошо кормят. Мы часто играем в свежем воздухе. Здесь очень добрые воспитатели, вожатые. Я здесь познакомилась с новыми друзьями. У меня много подруг. Всего из затопленных сел было вывезено 195 детей. Часть из них уже вернулись в свои дома, где последствия паводка были ликвидированы. Другие остались в детских лагерях на второй сезон. На уровне комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Республики Саха-Якутия принято решение о том, чтобы продолжить отдых и оздоровление детей данных населенных пунктов на базе санаторно-оздоровительных учреждений на территории городского округа город Якутск. В Среднеколымском районе по-прежнему остаются частично подтопленными населенные пункты Аргахтах и Сватай. Сотрудники МЧС обеспечивают всю необходимую помощь для жизнеобеспечения граждан, попавших в сложную ситуацию. На территории Среднеколымского района продолжает работу оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, а также оперативные группы непосредственно в данных населенных пунктах. Вместе с оперативными группами работают группы спасателей. В селе Березовка ситуация нормализовалась. Спасенные оттуда дети вернулись к своим семьям. В населенный пункт также были отправлены бойцы студенческих отрядов, которые будут задействованы в просушке затопленных домов. Как долго пробудут дети в лагере, будет зависеть от паводка обстановки в их родном селе. Вполне возможно, что будет принято решение о продлении их отдыха на еще один сезон. Евгений Заборовский, Ларен Федоров, Вести, Якутск.